Аждалса Хамсарнокаси. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Что-то только что перед кадром откашлялась. Так, друзья, хочу вас познакомить вот с такой прекрасной мини-печкой, которая мне как раз прибыла перед праздниками, чуть-чуть раньше даже праздников. И она мне очень помогала, хотя она настолько аккуратная, компактная и мини-печь, но вы не поверите, насколько она мне помогала. К сожалению, у меня никак не получалось снять то, что мы с ней делаем, работу этой печки, и выложить в YouTube, но поверьте мне на слово, хотя она такая маленькая, она мне здорово помогала. Вы знаете, что я делала заказы и работала в авральном режиме, и поэтому у меня не получалось никак снимать, что я с ней делаю. Дело в том, что у меня было очень много заказов, которые в духовках, да, моих. И помимо того, что там мясное и хлебобулочные изделия вместе же никак нельзя печь. И в этой печке, вы не поверите, сколько я сделала кукурузного хлеба. Это просто была моя палочка-выручалочка. Все мои заказы кукурузного хлеба были сделаны этой печкой. И буквально, вы знаете, обычно у меня кукурузный хлеб в печке моей стоит даже 40 минут, иногда даже час. А тут за 30 минут буквально он выпекался. Мы как-нибудь с вами и кукурузный хлеб в этой печке сделаем. А сегодня Аишка захотела... Иди сюда. Ты что спряталась? Сегодня Аишка попросила меня сделать пиццу. Как раз у нас для пиццы все есть. И мы с Аишкой будем делать в этой печке пиццу. Скажи привет. Вот так вот. Мадина пошла укладывать малышей, вернее малыша, Мухаммеда с ними нет. А мы сейчас с Аишкой будем вам демонстрировать, показывать действительно нашу чудо-печь от Оберхоф. Вот такую печку. Вот. Я специально коробки поставила, сейчас мы их уберем, чтобы нам не мешались. Так, это не просто мини-печь, как видите. Это мини-печь, аэрогриль, дегидратор. В ней можно разогревать, размораживать. Тут очень много функций. Я даже не успела еще нормально, потому что, как я еще раз вам сказала, я работала в авральном режиме. Не успела нормально и посмотреть, что она делает. Только быстро, что мне нужно сделать, сделала. Видите? Видите? Бейгл, тосты, подогрев, выпечка, пицца, фритюр, гриль, печенье, сушка, разогрев. Она и дегидратор. У меня есть дегидратор от Оберхоф. Я вообще очень... Это не просто для рекламы или для того, что вот мне ее доставили. Очень довольна. И всегда вы помните, что я свой дегидратор даже, по-моему, раз или 4 или 5 раз вам показывала. И не из-за того, что мне его нужно показывать, а из-за того, что действительно я довольна техникой от Оберхоф, довольна своим дегидратором. Также я безмерно довольна и благодарна своим вакууматором, который мне тоже прислал Оберхоф. Пока вот это уже третья техника от Оберхоф, я очень им довольна. Вот честно вам признаюсь, я очень довольна. И также я и сейчас вам покажу, как она будет делать. И мы еще будем продолжать то, что я буду здесь. И кукурузный хлеб мы посмотрим, как она выпекает. И посмотрим. И да, не только кукурузный хлеб, девочки. Тут еще Мадина моя, как раз на заказ у нее был, трайфлы были на заказ. Она превосходно делала в этой печке бисквитики. Бисквиты для трайфлов. И тоже безупречно выпекает. Все прям вот буквально вот... Ну, просто нет слов. Пожарили мы здесь крылышки один раз куриные. Единственное, что куриные крылышки нужно посередине, ну, где-то на середине пути, да, вот, выпечь, ну, жарки, скажем так, перевернуть. Вот только это, перевернуть. Минут 15 пожарили, с одной стороны переворачиваются на другую сторону. Тут есть конвекция, температурный режим от 60 до 250 градусов. Вообще просто великолепная печка. Как я сказала, и дегидратор, и аэрогриль. Тут есть рецепты. Ну, совершенно, вот, я не знаю. Так, тут Ибрагим у нас чай пьет. Вот, запеканки всевозможные можно делать. Вот этот вот поддон для того, чтобы крошки собирались сюда. Также здесь есть... Аялышка. Вот, несколько сеток. Есть вот такая вот сетка для фритюра. Вот это вот для дегидратора, для сушки. Есть вот такие вот поддоны для запекания, для всего. Вот. И, как я сказала, значит, здесь есть вот таких вот два поддона. Вот такая вот сетка.
и 3 решетки. Это мы для пиццы приготовили все. С Аишкой уже подготовились для пиццы. Так, и смотрите, друзья. Тут вот вентилятор с этой стороны находится, чтобы не перегревалось все. Есть цифровой дисплей. Все функции совершенно вот очень даже легко все понять, все сделать. Самое интересное даже, что мне нравится, вот, толсто написано. Можно оттенок толсто выбрать даже. Сколько сильно. Насколько сильно, да? Да. Вот. Кнопка функции разного режима. Здесь есть таймер цифровой. Ну, кнопка старт, отмена. В принципе, очень легко даже им управлять. Хотя мне первое время, конечно, помогал Ибрагим, да и сейчас его помогает всегда. Я не очень-то дружу с техникой. Ну, и вот так вот. Нам нужна пицца. Да. Давай поставишь пиццу. Температуру, время. Так, ну для пиццы... Сейчас, подожди, давай по книге посмотрим. Тут есть все и в книге. Так, температура на 200 градусов, время 15 минут. 15? Да. По-моему, сейчас, подожди, еще посмотрим. Так, значит, все? Значит, мы решили, тут я прочитала, что пиццу нужно где-то на 180 градусов минут 15-16. Так что пока поставь так. Пусть немножко разогреется, пока мы с Аишкой будем собирать пиццу. Пойдем? Пойдем собирать пиццу. Хайли. Пойдем собирать пиццу, пойдем. Аишка. Хайли, саха, хайли. Хайли. Чё? Так, мы смазали, значит, противень наш маслом растительным и посыпали кукурузной мукой. Ну, это пока мы будем делать по книге, как бы рекомендовано в нашей книге от Оберхоф. Теперь пицца у нас будет маленькая. Тут Аишка с дядей спорит, что она не будет ему пиццу давать. Ты не дашь Ибрашке пиццу? Почему? Тесто у нас сегодня дрожжевое, друзья. Лугите, а пицца Ибрашка? Почему? Он плохой, да? Лугия. Лугите. А вот и Лугия. Джебаги Лугия. Лугия. Чем ты провинился, Ибрашка? Не знаю. Ты чем-то провинился, раз тебе Аишка не дает. Не даст пиццу. Аська, чем он провинился? Так, печка разогревается. У нее есть отдельный разогрев же, да? Да. Она сама разогревается сначала. Вот, что бы там ни делалось, она сначала надо поставить на разогрев. У нее есть такая функция, разогрев. И вот потом вот так вот. Так, если мы сюда поставим, то она у нас потом масло будет гореть. Да, Ишка, что-то она у меня не круглая получается пицца. У бабушки твоей. Пробуем такую маленькую пиццу сделать, да? Побольше можно. Можно и больше нет. Мы с ней решили маленькие делать пиццы. Будете маленькие? Да. Нет? Большие хочешь? Она большая хочет. Ну, сейчас. Большие и маленькие. И большие, и маленькие она будет делать, да. Так, подожди, Аишка, давай я это вытру, чтобы мы сюда... Могли противень твой отодвинуть. На, давай, размазывай. Так, давай немножко майонезика тоже. Все, разогрелась печка, да? Да. Все. И теперь мясо. Это у нас шашлычок остался после праздника. Да, вот так вот клади. Ну, клади, понемножечку вот так вот. Сюда положи. Вот сюда положи, на. Вот сюда положи. Вот сюда положи. Угу. Все, хватит на одну пиццу, наверное. Теперь клади помидорки.
Мгм. Сюда. Вот так. А может, Аишка будущий блогер? Ну да, будущий блогер Кулинар. и кулинар. Посыпай сыром, Аишка. Аишка, сыром посыпай. Нахчатехит. Я ложусь же. Ага, давай. Сейчас я еще перчик нам туда болгарский добавлю. Не Сверху. надо, зачем? Не любите? Вообще, зачем тогда там болгарский перец? Ну, красиво получается просто. По ну вкусу ладно. нет. Ну, мы же себе делаем, не тебе. Аечка, тебе нужен болгарский перец? Нужен. Нужен. Между прочим, Аишка любит болгарский перец. Свежий она ест хорошо. Мухаммед любит. Вот. В следующий раз мы Мадину попросим трайфлы нам сделать. Да, Аишка? Будем трайфлы кушать? А? Просто она сейчас пошла укладывать детей. Вообще она собиралась сегодня сделать тоже именно в этой печке. Очень хорошо получается бисквит. Давайте ананасовую пиццу сделаем. Я и пирог. Ананасовый. Да. А ты где его ел? Много где есть. А? Много где есть. Ты ел, что ли? И ел, и видел. Вкусно? Нет. А зачем так тогда нам? Я даже ананасовый этот не люблю. Салат с ананасами не люблю. Все, ты запрограммировал на 15, на 16, на 15, да? Все, теперь начинается отсчет назад. Вот будет Сейчас немножко потихонечку. разогрею еще опять. Пока разогрев. Печка наша снова разогрелась. Поставили еще раз на разогрев и пошла работать. Все. И теперь ждем 15 минут. Пошел обратно отсчет, как вы видите. И она уже сама, как проходит время, которое мы поставили, сама выключается, дает сигнал. Короче, это действительно не просто печка, это чудо-печка от Оберхоф. Так, а я Аишка. Так, ну все, наша пицца готова, друзья. 49 секунд, 46 секунд осталось, но мне кажется, она уже готова, мы ее пережарим. Поэтому я ее вытащу. Наверное, по времени нужно ставить меньше пиццу. Я еще, конечно, не очень с этой печкой дружу, да? Поэтому как-то так. Вот такая получилась у нас пицца. Собственно, видно или нет? Сейчас. Вот. Аишка. Готова наша пицца? Сейчас я тарелочку возьму. И мы ее переложим. Все. Я. Так, ну что, достаем нашу пиццу, Аишка? Вот она зажарилась. И снизу, и сверху. Так, уберем противень. Так, ну что, будем кушать пиццу? Хрустящую нашу пиццу. Аишка, будешь? Ибрашки дашь? Дашь, дашь? Ну все. А Ибрашка убежал уже. Сказала, что ему не дашь. А он убежал. Так. Оставим кусок. Мы ему кусок оставим, да? Да? Вот такая у нас вкусная пицца с Аишкой, да, Аишка? Ну вот, друзья. Вот такая пицца у нас получилась. Вот в такой прекрасной мини-печке от Оберхоф. Мне она очень нравится. Мы еще с вами будем много чего там печь, жарить. Я вам буду все это показывать. Я надеюсь, вы зайдете на сайт Оберхоф, посмотрите. Там очень много бытовой техники. Подожди, Аишка. Бытовой техники. И вся бытовая техника отличного качества. Это я вам гарантирую. И именно вот эта печка, которая сейчас перед вами, тоже отличного качества. Она и выпекает, и жарит, и как дегидратор сушит, и разогрев у нее тут прекрасный. Короче, друзья, заказывайте такую печку для себя. Вы не пожалеете. Я не пожалела ни на минуточку. Ссылку на сайт
Оберхоф, на магазин онлайн, магазин Оберхоф. Я оставлю в описании, закреплю в комментарии, так что вы можете спокойно зайти на их сайт, на их интернет-магазин, посмотреть, выбрать технику, которая вам нужна, если вам нужна еще другая техника. У них очень много хорошей техники. Мои друзья и подписчицы, и мои друзья-блогеры, которые рекламируют эту технику, им очень нравится. Они покупали много чего у них, и миксеры, и блендеры, много. Короче, техники там очень много бытовой. И она очень хорошего качества. Я вам рекомендую от души. Так что, ну вот как-то так. Заходите на их сайт, в их интернет-магазин и заказывайте. Еду в гости к сестре. Сегодня 5-й день Рамадана. Тут Мадина приезжала мне помогать чистить печки. Отвезем ее домой и едем. Аишка, привет! Привет! Так, погода у нас хорошая. Видите, сколько травки выросло. Все, я начинаю снимать. Так что вот так вот. Вчера была в гостях у Заловки и у соседки нашей. Сегодня в гости еду к сестре. Так, мы у сестры. Невестка накрыла стол, как будто бы батальон к ней ехал, да? Мария, мы что состояние? Да, Муи мал, дикя. Сегодня давление, да? Сегодня? Давление, жемрыш. Почки. Сердце. Мы ее еле с постели привели за стол. Сноха вот такой вот стол для меня накрыла. Приехали только с сыном, а она такой стол накрыла. Ладно, пошли мы ужинать. Марем далдаз маршал. Фариза! Фариза! Фариза хочешь? Фариза, ясюнь. Фариза, ясюнь. Убежала. Внучка. Как раз